Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Якутском индустриально-педагогическом колледже имени Владимира Членова. В этом колледже обучается очень много молодых людей Якутии, которые работают в самых разных отраслях нашей республики. И среди них очень много швей, ателье. Кому-то нужно подрубить брюки, кто-то хочет юбочку сшить. Идут к таким мастерам, и эти ребята в большинстве своем обучаются именно здесь. Сегодня мы будем шить маленькую такую хорошенькую игрушку, символ года. Это лошадка. Поможет нам с этим преподаватель колледжа Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите немножко про ваш колледж. Много ли у вас студентов обучается на сегодня? Если кратко рассказать, то в нашем колледже учатся очень много креативных студентов, именно в швейном отрасли, получается. К нам приходят именно студенты желанием шить и творить что-то новое. Какое изделие мы сегодня шьем? Мы сегодня шьем, я вам покажу вот такую лошадку. Символ нашего будущего года, 2026 года. Это у нас огненная лошадка. Шить легко. Легко. Угу. Ребенок справится? Ребенок справится, да. Да, под руководством мамы, например, старших каких-то, сестры, брата. Ну что, начнем? Начинаем. Давайте. Так, какие детали нужны? Что для этого нужно? Нам понадобится, получается, вот такая лекала. И вот ткань. Вот такая я уже ранее подготовила. А ткань, смотрите, она какая? Это драп, да? Драп. Такой толстенький. Ну, можно из ситца сделать. Более тонкая, ситец. Можно. То есть любая ткань, в принципе. Из льна можно? Из льна тоже можно. Значит, сколько таких квадратиков нам надо нарезать? Два. Два вот таких полотна. Получается, делаем. Две детальки делаем. Получается, нам надо еще наполнитель для плотности. Старенькая подушка пойдет. Хорошо. Разная пуховик старый. Пуховик старый. Наполнитель на ваш вкус. То есть на ваш вкус. Можно сэкономить только так. Берем наше лекало и обводим. Мыльцем обводим. Отмылком. Здесь у вас мелок. А так студенты у вас вообще, наверное, очень такие творческие. Да, творческие. Игрушки в том числе шьете, да? Да, игрушки ручные. Ну, лошадка, что еще шьют ваши студенты? Якутские наряды, халадай, камзолы. Это мужской наряд, мужской, якутский национальный. От легкости до сложности не шьют. Думаю, у нас это самое легкое, это постельные, что ли. Постельные. Да, это простыни, наволочки, да? Наволочки кстати, прямые. Это тоже нужно уметь шить. Уметь шить. Выкройка там, да, какая-то нужна. Ну и потом сноровка нужна какая-то. Тут я отметила насечки. Насечки. Насечки это что? Это значит мы должны тут оставить отверстие. Оставляют отверстие для того, чтобы заполнить нашим наполнителем. Так, значит, две детальки. Лошадку рисуете сами, да? Лошадку можно таким. Ну, условно можно условно. Можно немножко другую фигурку, да, какая вам приглянется, как говорится. Так, вторая деталь. Все, мы это уже оставляем. Так, и начинаем мы берем, уже обшивать начинаем. Начинаем шить. Хорошо. Начинаем шить. Так, для этого нам еще нужно делать нитку для берлка. Тесемочку. Заранее. Держалочку такую, петельку. И сразу ее должны вшить. То есть, в принципе, это игрушка. Очень быстро ее изготовить, видимо, да? Несложно. Несложно. Главное, это ваше желание. Вначале всегда делаю закрепку. Начинаем уже.
работаешь с машинкой, нужно всегда помогать руками, спеша. Стараться руки не прошить, да, пальчики? Да, вот. Мы всегда студентам, прежде чем начнем работать с машинками, у нас не только бытовые, но у нас вот какие? Промышленные. Промышленные машинки, они большие, естественно, и вот прежде всегда начать мы делаем, всегда рассказываем им про технику безопасности. И вот старшие курсы, они уже вот знают, вторые курсы, они вот более... Забывают. Забывают, могут пораниться, и поэтому всегда не забываем про безопасность. Потому что у нас не обычный вот класс, а у нас целый вот цех. Целый цех у вас, да? Целый цех. Вот. То есть ребята обучаются у вас как-то с нуля, да? Вы их обучаете же выкройки создавать? Выкройки, да? И обучаем их также делать эскизы, продвигать их к творческим навыкам. Они еще умеют рисовать, эскизы. Вот, не только художественные эскизы, но и технические эскизы. Вот. А технические эскизы это что? Это технический эскиз, это черно-белая графика. Это не художественная, вот, а вот именно более такая техническая. Там, например, в художественном эскизе мы показываем только вот, модель, да, вот прям. Красивая. Красивая, вот такая, свете, раскрашиваете. Вот, а в техническом мы прям технически вот показываем, где карманы, вот, где вот выточки, вот это все мы показываем. И вот они этому и обучаются. Понятно. А сколько лет учатся у вас студенты? 4 года? Да, 4 года это после 9 класса. А если после 11, то 3 года. Есть еще вот такая. А к вам вообще сложно поступить? Нет, не сложно. Вот, нужно иметь какие-то навыки, уже шить уметь, да, что-то, нет? Вот мы смотрим всегда вот портфолио, да, вот творческие. Если у студента прям желание к нам учиться, да? Осознанно идет, да? Осознанно идут, не идут. Вот делаю закрепку. Все, вы уже закончили, да? Все. Вот. Ну-ка, покажите, что у нас получилось. Вот у нас получилась вот такая. Мы, получается, те, что вот нарисовали, мы обвели вот эти, шили вот эти рисунки. И сейчас уже... Обычным стежком, да? На 0,5. По краю. 0,5 это значит от края. От края 5 миллиметров. Да? Но те, кто к вам попадает, это люди действительно, которые шьют с детства, да, вообще им нравится это занятие, у которых опыт наверняка какой-то уже есть, да? Нет, не всегда так, потому что есть студенты, которые вот желанию поступили, но вот навыка нету. И приходя к нам, им интересно становится, когда вот они уже начинают шить. У нас первые курсы есть, они пока не понимают, как шьется вот это все. Вот, технически, по правилам они не знают. Потом, когда к нам
попадают. ага, попадают, то вот уже У них есть, уже в голове ага, четкое понимание. как правильно. И самое главное то, что они вот творчески и вот осознанно уже любят это дело. Им это нравится уже. Так. Потом мы делаем насечки, где вот круговые детальки. Ну, для чего это? Ага. То, что, потому что где вот круговые, вот здесь делаем насечки, чтобы она держала форму до шва вот. До шва. Вот эти вот 0,5, да? Ага, 0,5. Потом мы это все выворачиваем, вот эту нашу лошадку. Такие вот изделия у ребят, они работы должны сдать или контрольные что-то, или тема это вот посвящена как-то созданию таких игрушек. Мы стараемся вот делать такие вот уроки, вот занятия ближе, ну, по праздникам. Новый год, 7 марта. Вот сейчас наполняем наполнителями. Тут у нас поможет вот такая палочка, потому что это руками все это пихать, это сложно. Вы ткани закупаете? Ну, ваш колледж закупает, да? И это остатки, видимо, да, чего-то? Остатки, ну да, остатки изделий, может быть. А вот ваши студенты в первый раз пришли к вам, вот занимаются они. Через какое время они могут уже шить такое вот, ну, какое-нибудь такое изделие серьезное? На 3-й год. Наша лошадочка, да, и вот уже практически мы ее уже, так сказать, утрамбовали, чем Всё. надо. Так. И уже вот нашу основную сделали. Теперь мы делаем, Нужно зашить ее. ага, зашить. Держите вот так, и Так. потаим до конца. До конца. Грива у нас длиной 28 будет. 28? А хвост 15. Измеряем. Поэтому нам линеечка нужна. Вот это тут по желанию еще можно. Кто-то хочет длиннее, кто-то короче. Может быть, у кого-то хвостик подлиннее получится, да? Тут главное сделать, ну, более объемно, пышнее, вот, чтобы у нас лошадка получилась очень красивой. Вот у нас грива лошадки. Хвостик может быть тоже любого цвета, Ага, да? Ну, вот. Яркого желательно, да, наверное? А можно однотонную, мне кажется. если вы- Однотонные. да. Вот. Тут уже играет предел вашей фантазии. Может быть, вы захотите, чтобы она была ярким пятнышком в вашем интерьере, или она, может быть, там что-то должна как-то по цвету как-то гармонировать там с цветами или там еще с чем-то, да, с елкой. Сейчас, тем более в моде минимализм. Тут в основном наши студенты любят однотонные вещи. Все, вот. Я уже подготовила нашу Вы гриву. приготовили, да, наши изделия? Теперь я для делаю хвостик. хвостик. Ага. Сколько раз вы... Все, Ну, мы 15. заштопали вот эту дырочку нашу. Так, здесь должно быть сколько, вы сказали, вот этих вот? Ой-ой-ой. Это 28. 28, да? 28 раз мы Нет, обернули. длина 28. А вот вы сами решайте, сколько вот сюда. Вот здесь делаем 15. 15. Ага, по длине. Ага, по длине 15. Теперь сейчас хвостик, да, делаем. Ага, это у нас это? Грива. ага, грива Так, нашей вот. лошадки. Можно не расчесывать. Ну, в смысле, не заплетать. Так, а вот наша иголочка. Берем и делаем следующее. Вот где у нас так, и примерно вот здесь будет наша Где грива. петелька. Так. Будет наша грива, и вот берем нашу вот, держим так. И вот, обшиваем. ага, да? обшиваем. Ага, прям вшиваем. Вот так. Мгм.
наша задача, чтобы оно держалось. Мгм. Вот так. Красивая лошадка у нас получилась. Вот сочетание зеленого, да, с розовым. Необычное. Так, делаем всегда вот закрепочку. Мгм. Все, и вот. И отрезаем. Мгм. Ну а потом начинаем. Потом делаем, держим примерно вот так. И вот это уже обрезаем. Отрезаем. Мгм. Мгм. И начинаем заплетать. Выравниваем и вот. Ага, и заплетаем. да? Мгм. Можно сделать что угодно. Мгм. Ну, тут уже вот. Можно челочку сделать. Мгм. Нет, не очень будет. Да? Поэтому лучше. Почему? Без челочки, ну, лошадка наша не подойдет ей челочка, да? Мгм. Но те, кто дома, вот я буду, когда шить, я попробую челочку. Мгм. Марии не нравится челка. Ну ладно. Мгм. Так, в общем, вот так вот. Давайте я буду хвостик. Ага, Так, вот это сплести. вот я сплету. Мгм. Так, мне А я доверили тем очень временем буду ответственное этот. дело. Сейчас мы гриву заплетем. Вот, очень быстренько. И там, в смысле, толщина тоже сами примерно на Ага, глаз. на глаз. Примерно на глаз. Кто-то как вам? хочет тонкий, кто-то пышный. Ага, густую такую Ага. гриву. Вот грива и хвост — это вся красота нашей лошадки, поэтому лучше Лучше уж Мгм. постараться, как Мгм. говорится, да? сделать более пышный, Ага. эстетичный. Так, вот видите, вот у наша вот эта штучка, и вот петельку мы проденем вот здесь вот, в центр, ну, чтобы она вот выглядывала вот так вот, захватывала нашу красоту Мгм. до конца Мгм. и завязать ее, да? Ну, давайте я завяжу, Мгм. вы там не отвлекайтесь. Так, вот. Это хвостик. Теперь этим ниткой вы уже связываете нашу вот. Ага. Косичку. Мгм. Косичку тоже можете сплести любую совершенно. Кто-то Мгм. плетет очень красивые из 4 частей, да, косички. Мгм. Вот. Ну, у нас тут такая классическая из 3. Мгм. Классическая, повседневная, можно сказать, да? Да, из Мгм. 3 частей. Теперь вот этот концы мы выравниваем. Так, ага. Это для красоты, Ага. для Ну, эстетичности. чтобы она Мгм. аккуратненько была. И подшиваем, да? И тут подшиваем вот этот. Угу. Где-то вот пример, здесь ага. прихватываем. Видите, Прихватом. она вот здесь вот пришита, вот в 2 местах. И вот здесь. Все. Больше как бы можно. Ну, где-то вот здесь можно. Да, можно и не Мгм. трогать дальше. Можно вообще пользоваться клеем. Ага, приклеить. А Мгм. можно пришить. Мгм. Как В вам удобно? нашем случае мы это пришиваем. Нет у нас клея, поэтому мы пришиваем. Мне кажется, вот такая игрушка, сделать ее с ребенком, с дочкой, да, ну и с мальчишками тоже можно, почему бы и нет, это очень здорово. Это развивает моторику, воображение. Да? Мгм. Ну и в конце концов вы немножко отвлекаете своих детей от гаджетов и вот, просто общаетесь. Мгм. Мгм. Так, И у ребенка растет творческий навык. да, конечно. Мгм. Желание творить. Сейчас, а последнее это мы делаем хвостик. Мгм. Мгм. Также мы берем вот здесь, Мгм. делаем. И сшиваем, да? Мгм. 2 детальки. Мгм. Так, ну вообще Так. здорово. Мгм. Мгм. Ничего сложного. Мгм.
справится любой ребенок. Закрепляем, Ага, да? закрепляем, всегда делаем закрепки, прячем и все. Если это совсем маленький ребенок, то, конечно, это, ну, там, 3 годика, 5 лет, да? Можно доверить ребенку вот плести, например. Вот. Нужно или утрамбовывать наш наполнитель. Наполнитель. Да. Ну, что-то вот, допустим, что посильный ребенок, да? Ну и, конечно, соблюдать технику безопасности при этом, да? Вот. Если это маленькие дети совсем. Теперь нам нужно тут ребенку Да, выбрать цвет глаз наших. цвет глаз, да? Глазик здесь вот такой. А мы Ну, вот возьмем, любой. Давайте, мы возьмем косить Так, зеленым пробуем. глазом. Ну, у нас, поскольку зеленый, вот давайте вот так вот. Ага, вот. Вот. Пусть будет золотой глаз. И вот выравниваем. Все. Вот такая красота получилась. Вот такой задорный хвостик получился у нашей лошадки. Вот из этой штучки можно украсить украшение, да? Ага, вот. Узлу. Давайте ею украсим. Мы это потом оставим. Сейчас мы делаем глазки. Глазик, вот он у нас. Ага. Глазик. Мы выбрали золотистую вот такую. Сейчас мы это прошиваем. Глазик Мы один только у нас, вот, да? только в одну сторону сделаем. Да, Ага. а можно, вообще на самом деле глазик должен быть, конечно, с 2 сторон, да? Да, можно так и так С сделать. 2, потому что если он будет у вас болтаться где-то, висеть, ну, не болтаться, скакать, на елочке, например, да? Да. Где-нибудь на полочке, то если раз повернулся этой стороной, раз этой стороной, вот. 2 глазика. Хороша лошадка. Вот. Уже На финишной прямой. финишной прямой. Это вы глазик пришили, да? Ну, И ничего пришиваем. страшного, вот это все прячем, Ага. чтобы сильно не торчало. Все. Все, наша глазка готова. Это у нас Как седла, украшение, ага, как седло. украшение. Украшать можно прям где-то на ноги вот здесь, да. Украшать можно вот где-то вот так, вот так. Вот предел — это ваша фантазия. Ну, мы берем вот так. И чтобы было чуть-чуть дольше, мы ее вот так завернем. завернем. Вот. Вот такая красота у нас получилась. Все это уже закрепляем также. Ну что, дорогие друзья, вот смотрите, лошадка первая, наш опытный образец, и лошадка. Мария Ивановна. Да. Мария Ивановна, посмотрите, расскажите про нашу красавицу. Вот это символ нашего будущего года. И что Ну, еще можно смотрите, рассказать? да, она очень нарядная, очень красивая. Все цвета прям у нас, колористика прям, мне кажется, очень шикарная получилась. Да? Золото, изумруд и розовый. Такой вот красивый, такой зефирный, такой какой-то, да, совершенно. Очень красивая такая гламурная лошадка получилась. Гламурный. Да. Так что, друзья дорогие, вот следующий год — это год лошади какой-то там, да? Ага, огненные лошади. Огненные лошади. Вот как раз у нас огонь, лошадка получилась. Друзья, ну что, будем пробовать?